В бескрайних просторах Якутии, где каждое село хранит уникальную историю и традиции, образование всегда было и остается ключом к будущему. Однако сегодня нас намеренно лишают этого будущего, массово закрывая сельские школы и заставляя таким образом молодежь покидать свои родные места. Всему виной подушевое финансирование. Простыми словами, подушевое финансирование. Это когда деньги на школы, больницы или другие учреждения выделяются не в целом, а в расчете на одного человека. Например, сколько учеников в школе, столько и денег она получит. Один ученик– одна сумма. Допустим, есть маленькая школа в Арктическом Улусе, где учатся всего 10 детей. По подушевому финансированию ей дадут деньги ровно на 10 учеников. Этих денег едва хватит на зарплаты, не говоря уже про отопление, питание, учебники, интернет и проезд учителей. А ведь зима у нас 8 месяцев, тепло и доставка стоят в разы дороже, чем в Центральной России. В итоге чиновники смотрят на цифры и говорят, в школе мало учеников, значит она неэффективна. Ее надо закрыть, а детей отправить в интернат в соседний Улус. Кажется логичным, но на практике выходит очень жестоко. В маленькой деревне, где мало учеников, школа может не получить достаточно денег, и ее могут закрыть. Если школа закрывается, родителям ничего не остается делать. Как отдать ребенка в интернат в соседний Улус, чтобы самим остаться работать дома, бороться, выживать? Ребенка же отрывают от семьи, от земли. Он едет в чужой Улус, живет по режиму, где вместо мамы воспитатель, вместо бабушки санитарка, вместо родного дома койка в комнате на 20 человек. Интернат– это не дом. Кто там жил, тот знает, что это казарма для маленьких. Там нет тепла, которое дает только семья. Нет простых радостей. Проснуться от запаха оладушек. Помочь папе собраться на рыбалку. Услышать, как мама поет любимые песни. А ведь все это не просто быт. Это и есть наше воспитание, наша культура, наша передача любви через поколение. В интернате она обрывается. Да, физически дети живы и здоровы. Но эмоционально они замерзают. В интернатах нет любви, которая греет. Нет людей, которые тебя знают с рождения. Ты просто один из многих. К тому же дети часто остаются беззащитными от произвола взрослых. В республике идет так называемая оптимизация учебного процесса. За этим словом прячется уничтожение маленьких школ. В селе Угино Алданского Улууса раньше работала национальная кочевая школа. Ее закрыли, и вместе с ней исчезло село. В селе Утая Верхнеколымского Улуса школу закрыли в 2016 году. Ученики были вынуждены уехать в Зырянку. Сейчас в Утае почти никого не осталось. Сама модель подушевого финансирования в России появилась давно. И в Якутии она существовала, но до недавнего времени не применялась жестко к малочисленным сельским школам. Их поддерживали по базовым нормативам или через региональные программы, просто потому, что иначе нельзя. Село без школы– это село без жизни. Глава республики Николаев каждый раз говорит о том, что необходимо сохранять даже маленькие школы. Однако говорит он одно, а делает совсем другое. В 2024 году чиновники решили, хватит исключений, и предложили унифицировать систему. Теперь школа должна была получать деньги строго по числу учеников. В них-то и кроется вся суть реформы. То есть школы будут получать деньги не за то, что в них дают знания детям, а за каждого ученика. Буквально по головам. Много детей будет финансирование. Мало закрывайте школу. А теперь скажите честно, в каких селах сегодня много детей? Где в отдаленной тундре или на берегу Лены вы найдете полный класс? Правильно, нигде. Подушевое финансирование– это как если бы фельдшерский пункт оплачивали по количеству больных. Чем больше, тем выгоднее. А если никто сейчас не болеет, то закрывайте. Вот и вся логика. Так в нашу республику вернулась угроза, от которой мы не раз защищались. Угроза вымирания через реформу. Родители, учителя, простые жители начали сбор подписей против этой реформы. Потому что знают, за этими словами наступят реальные последствия.
Школы закроются, учителя уедут, села останутся без будущего. Власти ответили им: «Да-да, мы вас услышали, мы все изменим», и поменяли. Но только термин. Вместо подушевого финансирования у них теперь оптимизация. Только смысл ведь не в словах, а в делах. Школа — это не бизнес, это будущее. Наши власти в погоне за личной прибылью совсем об этом забыли. С закрытием школ из улусов и деревень стали уезжать учителя. Тогда власть придумала программу «Земский учитель». В нашей республике она действует с 2020 года. По ней учителям, которые согласятся переехать работать в села, обещают выплату в 1 000 000 рублей. Вы думаете, эта программа работает? Как бы не так. Властям было настолько жалко потратить деньги на оплату труда учителям, что в 2024 году по этой программе планировалось привлечь всего 17 педагогов на всю республику. Вдумайтесь в эти слова. Всего 17 учителей на 34 республиканских районов. Но это же не система, это не спасение школьного образования. А потом в селах не хватает не только преподавателей, но и жилья, интернета, элементарных благоустроенных бытовых условий. 72% школьных зданий в республике деревянные. Многие построены еще в 60-70-х годах прошлого века. Без капитальных ремонтов, без теплых туалетов и горячей воды. В отчетах говорится о модернизации и о строительстве. Но речь почти всегда про Якутск, про пригород и про крупные улусные центры. А в сельских школах до сих пор детей обучают по учебникам 15-летней давности. В классах холодно, в спортзалах грибок, в кабинетах информатики стоит техника, которая просто не включается. Да, в 2024 году правительство отчиталось, что построило 16 новых школ. А в этом 2025 году планируется еще 13. Все это хорошо. Но все это не про маленькие села и отдаленные улусы. В итоге молодые специалисты не задерживаются в сельских школах. Они возвращаются в города или вообще уходят из профессии. А деревенские дети остаются без качественного образования. Республика Саха — это земля наших великих предков, хранительница нашей уникальной культуры и языка. В этих суровых краях формировались наши народы, закалялись их воля и дух. Сегодня перед лицом новых вызовов мы должны вспомнить о силе единства и независимости. Закрытие школ и угасание сел — это не просто проблема инфраструктуры. Это угроза нашему будущему, нашей самобытности. Мы не имеем права позволить, чтобы наши дети теряли связь с родной землей, с традициями и языком. Независимость начинается с малого, с сохранения родного села, с поддержки местной школы, с уважения к труду учителя. Каждый из нас может внести свой вклад, участвовать в жизни общины, поддерживать инициативы по сохранению культуры, воспитывать детей в любви к родной земле. Мы наследники коренных народов Севера, и в наших силах сохранить и приумножить его достижения. Давайте вместе строить будущее, в котором Якутия будет процветать, где каждый ребенок получит достойное образование, а каждое село станет оплотом культуры и традиций. Наша гордость в независимости. Наше будущее в наших детях.